В далеком 1987 году семья Гардашовых решила переехать в Амгинский Улус с Башкирии. С тех пор прошло уже почти 40 лет, и Амга теперь стала второй родиной для главы семьи Оруджали. Это было после окончания института. Мы приехали, это 87 год был, в Башкирию. Тогда была Башкирская ССР, как Якутская. И вот там работал, вернее, где-то полгода. Баканский район, село Бакалы, МПМК, начальник участка. Но тогда началась перестройка была, да, во время перестройки. И перешли на строительство бригадных способов строительства. Ну, тогда начали бунтовать, ну, все это, сами знаете, те времена уже мутные времена начали, смутные. И продукты, проблемы было. Утром уходил, вечером приходил на работу. А у меня как раз в это время на ноябре двойняшки родились. И мы уже ребенка, ну, у нас там свои близкие люди не были, чтобы помогать. А мне никогда было все время на работу. А потом мы решили, что это хотя бы не туда ехать, на мою родину, ну, там, да, потому что жена у меня другая национальность. Ну, мы решили, что приехать сюда. Перевод взял, тогда же по направлению же было, после института. Обязательно надо было 3 года отработать. Но потом приехали по направлению сюда. И вот здесь оказался здесь в Амге. Думал, временный, оказался она длинный. Уже почти 40 лет я здесь. И вот открыл проектное сметное бюро, работал 3 года. Потом мне тянул на производство все равно. Производство интереснее было. И вот на производство там мы Аммастрой открыли в 90-е годы. А потом оттуда перешел. В милиции работал, расформировали наши эти организации. Потом от милиции все-таки перешел уже в коммерцию. Потом еще несколько лет в коммерции работал. Но все равно надо было мне, чтобы стабильность надо была, а то постоянно туда дергаться, это не по мне. В родном селе фермера Куюрдабас Масалинского района Азербайджанской республики жители испокон веков занимаются сельским хозяйством. По их стопам фермер еще в 2001 году начал вести свое хозяйство в Амге. Сначала Оруджали занимался разведением свиней, после перешел на крупный рогатый скот. В 2001 году оформил крестьянское хозяйство, и вот до сих пор, до 2001 уже 24 года, да, 23 года чем-то. 8 мая как раз оформился крестьянин, и вот начал свое это хозяйство, взял вот землю вот здесь, в Чапчелгане, построил ферму. Но тогда никакого этого не было. Сейчас вот субсидии дает, гранты дает, всякие помощи, да. А тогда никакого, абсолютно ничего не было. Сами как покупаешь, сами мы выращивали зерно, кормили вот это, косили, убрали зерно. И кормили. И при том никакой техники не было, ничего, абсолютно ничего не было. Со своими силами все это было. Первые годы свиней держал. Но тогда было со стороны министерства давали поросята. Вообще население бесплатно давали же. Ну, мы тоже взяли, там, открыли свою ферму, открыл. Ну, тогда для начала взял поросят, выращивал. И вот несколько лет. Но она тоже, никакого помощи, ничего, абсолютно. Ну, у нас тут, можно сказать, по свиньям слабо ветеринары. Но они постоянно болеют, постоянно подъезжают много. Невыгодно. Ну, надо постоянно уход, постоянно, это уже другая система. Ну, вот поэтому я вот купил корову через год. Потом еще, потом
Поняли, что это корова крупный рогатый скот, она и мясо, и молоко. Ну, тогда молоко тоже дешевле было. Не так, как сейчас 65 рублей вот субсидируют. А раньше вообще 22 рубля, что ли, были. И вот все равно вот я взялся вот это. Главное, чтобы была стабильность, чтобы работал, чтобы там что-нибудь, ну, жизнь была. Ну, потихоньку незаметно вот это. Мы думаем, что один-два коровы, несколько коров, она мало, да, или много. А незаметно она увеличивается, вообще не успеваешь за ним уже. Смотришь уже 100-150. Сейчас у Оруджали самое крупное хозяйство среди крестьянско-фермерских хозяйств района. У фермера больше 400 голов, из которых 120 дойных коров. В 2015 году фермер выиграл свой первый грант и построил коровник на 120 голов. И вот грант я взял и построил вот этот хатон. Вот этот хатон построил. Ну, у нас почва здесь это... Ну, говорят же, земля из-под ног уходит. Вот действительно, вот уходит земля вообще. Тут вот пашня была раньше, вот эта территория. Колхоз, совхоз, вот пахали, сели, зерно выращивали. А сейчас эта земля уже вообще не пригодна, ничего абсолютно. И вот хатон строим, каждый год ремонт, каждый год ремонт. И вот второй грант взял, вот эту хатон построил. Это в каком году? В 2020 году взял, построил. Но все равно вот капитальные ремонты замучили нас. Это уже не пригоден, уже содержание живность, она уже несущая конструкция уже уходит вообще сплошной. Ну вот и так и живем, и ремонтируем, работаем так. Зимовка в этом году у фермера прошла без больших трудностей. Сейчас хозяйство находится на летней ферме. Зимовка нынче нормально была. Вообще, в сравнении с теми годами, они нынче вообще лучше было. Потому что два хатона у меня, один хатон. Мы в прошлом году осенью отремонтировали капитально хорошо. И проблемы не было. Обычно тесейны там туда-сюда механизация бывает, подводит. Земля же уходит, это деформация получается. От этой деформации вот зимой мучаемся. Ну, ничего, вроде так-то обошлось. Но основной вот деформация идет вот к весне вот. Они, видимо, оттайка идет глубже, и земля уходит, и начинается вот такая волна в хатоне. И вот вроде так, слава богу, все вышли. Сейчас все на улице. Сайлики, ага. Корову доим. В прошлом году установили трубопровод, молочный трубопровод. Сейчас по нему доим. Еще облегчили труд. Это облегчение труда, это же вообще это хорошо, когда есть облегчение. Ну, механизирование. Ну, облегчение, когда механизируешь все это, на облегчение. Это хорошо. Техника у нас. Есть техника. 3 белоруса. Синта есть. Потом много там осталось. Плуг, там все. Вот картошка уже. Еще картошку посадили вот. Уже 3-й день успели посадить картошку. Хотели сейчас кормовые посадить. Еще кормовые у нас 100 гектар есть. Ну вот ждем зерно пока. А вот на грант хочу, вот у меня вот это хатон, уже, я же говорю, конструкция уже, несущая конструкция уже в аварийном состоянии. Потому что если хатона не будет, мне придется в одном хатоне 400 голов я не могу держать, надо половину сокращать. А потом, если восстановить, она уже не 1 год, уже несколько лет уйдет, много же времени. Это не так просто. Поэтому лучше сейчас новый хатон построить, чтобы этого поголовье сохранить. Молоко вот был 60, прошлого вот в этом году подняли 5 рублей, 65. Это субсидирует госзакуп. Это тоже хорошо, ну мало, но что поделаешь. И то спасибо. Техника по продовольственной программе вот тоже получаем трактор. Почти вот я 2 трактора вот таким способом взял. В 2020 году, в 2023 году. И
И еще, что там, субсидируют молоко, и грант на строительство, да, на строительство тоже помогает, если соответствует там. Отбор же идет, если отбора участвуешь, если соответствуешь, там дают, конечно, тоже гранты. И то нормально, начинающим вот дается это, как это, стартап, да. Огромную поддержку в ведении хозяйства фермеру оказывают его близкие и дети. Я горжусь детьми своими. Дети это... У меня хорошие дети. Я, конечно, горжусь ними. Но моим стопам пошел один. Ну, один вот коммерции тоже, это почти... Я же тоже коммерсантом был когда-то. Ну, вот он коммерсант тоже. Ну, помогает вот населению по праздникам, по этим ветеранам. А второй вот сын, он фермер. Весной этого года у Гордашовых случилась беда, сгорел дом. Сейчас, кроме ведения хозяйства, они разбирают старый дом и строят новый. Хочу использовать этот момент, поблагодарить тем, которые помогал, хоть там материальная, моральная поддержка. Благодарю всем. Ну, потому что я каждому не мог же тогда ответить, отблагодарить. Ну, были ребята, помогли здорово. Ну, особенно вот сельчане, даже вот амгинские наши, коллеги наши, фермеры, не только нашего этого, из других республик, из других улусов, из многих там. Я благодарю всем. Это не дай бог, чтобы это было кому-то, чтобы у кого-то там произошло. Но это бывает, ну что поделаешь, если так суждено, значит так надо. Ну вот это тоже лишние проблем. Работа много еще, вот перешло еще вот этого. Сейчас вот разбираем, дом поставили уже. Помогли дети. Поставили дом. Ну скоро, наверное, открытый будет. Планов у фермера еще много. За годы своей работы он подготовил крепкий фундамент для дальнейшего развития своего хозяйства.